Происхождение народа Саха. Откуда они? Откуда предки якутов? Все это мы сегодня вам расскажем в нашей экскурсии. Меня зовут Виктор Борисов. По заявкам наших подписчиков мы сегодня проводим данную интересную экскурсию. Существует много мнений о происхождении народа Саха. Самая основная из них это южное происхождение. Ранние исследователи со времен Петра I, это Страленберг, Линденау, Миллер, Фишер, говорили о данной проблеме. Их мнение поддержали ряд исследователей позднего периода XIX века и начала XX века. Это Миддендорф, Сырошевский, Йохельсон и другие. Также очень важны мнения ряда известных тюркологов Радлова, Бётлинга, Вамбери. На чем же основывались эти мнения данных исследователей? Это, во-первых, этнографические данные народа Саха, которые основываются на этимологии, языке, археологических данных и преданиях. Во-первых, это предание, да. Большое значение в историографии якутов имеют фольклор, где по преданиям один из первопредков якутов, Эллей, прибыл на плоту из верховьев реки Лена, взял в жены дочь главы местных жителей Амагоя и стал родоначальником многих якутских родов. Возможно, он привез с собой якутского коня и якутскую корову на плоту, потому что на верховьях реки Лены провести по суше этот скот проблематично. Она гористая, долина реки Лены в верховьях. Есть и другое мнение, такое, что наши предки одомашнили диких животных, обитавших здесь, и из них происходит якутская корова и якутский конь. Предположительно, одним из предков народа Саха является племя Хоро-и-Туматов. Хоро-и-Туматы жили по письменным источникам на западном Прибайкалье, и в XIII веке, в начале XIII века были завоеваны воинами Чингисхана, его старшим сыном Джучи. Примерно в то же время после восстания против монгольского владычества непокорная часть Хоро-Туматов, возможно, прибыла на территорию Якутии. Так как доказательством этому служит распространенная этимология Хоро, это название якутских ночлегов, и топонимика под названием Тумат. В тайной истории монголов указано, что эти народы были злокозненными, то есть они рассматривали с точки зрения того, что они были злокознены из-за того, что они восставали, и восстание было подавлено. После этого восстания, предположительно, некоторая часть непокорных Хоро-Туматов ушла на север, на территории Якутии, и является, перемешавшись с предками народа Саха, ассимилировавшись в культурном плане, стала одним из предков народа Саха. О языке якутов. Язык якутов предположительно оторвался от других тюркских языков глубокой древности. Об этом говорит большой пласт неясной лексики в якутском языке, которые были в свое время
которых в свое время востоковед Егор Сидоров сравнил с лексикой санскрита, древнего литературного языка Индии, и нашел более 200 схождений. Кроме того, считается, что якутский язык близок древнетюркскому языку, который был расшифрован со стел погребальных сооружений реки Орхон в Монголии. Это говорит о том, что вот якутский язык оторвался очень давно, в древности от других тюркских языков. К примеру, мы не понимаем, даже близко не понимаем жителей Республики Алтай, тюркоязычных жителей, когда, как вот, например, киргизы и казахи свободно понимают друг друга при общении. Таким образом, можно сделать предположение, что народ Саха, как народ, произошел на Средней Лени путем смешения разных народов и их культур. На этом мы завершаем сегодняшнюю экскурсию. Спасибо за внимание. Пишите. До свидания.